Накануне в США состоялся вечер профессионального бокса, где чемпионы мира по версии IBF в первом среднем весе российский боксер из Чеченской Республики Бахрам Муртазалиев в третьем раунде отправил в нокаут бывшего чемпиона мира по версии WBO из Австралии Тимофея Дзю и защитил свой титул чемпиона. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И непобежденный профессиональный боксер из Чеченской Республики, селение Агишты, с профрекордом 23 победы и 17 нокаутов, 0 поражений, чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев. Вот так примерно я в ринге представляю наших бойцов. Но мы в студии, программа «Актуальная тема», и в полную силу тут, конечно, голос не дашь. Машова. И сразу переходя к нашему разговору. Смотри, перед началом нашего разговора разреши поздравить тебя с защитой титула чемпиона IBF. Удачи. Спасибо большое. И, как говорится, дай Аллах, чтобы не последний титул. Да, иншаллах. И мой первый вопрос. Смотри, если откровенно говорить, Бахрам, Тима Дзю так еще никто не бил. Ну давай откровенно, не избивал. Ну я следил и за его боями, и за твоими боями. Ну действительно, это было избиение. Ну смотри, как только рука Тимы опускается, ты наносишь мощнейший хук. И чаще всего левым. Но об этом мы еще с тобой поговорим. Полный аут за 2 с небольшим раунда. Как потом говорил сам Дзю, он даже не понял, что с ним произошло. А что с ним действительно произошло? Твое мнение? Ну, он пропустил удар, который не видел, упал и не смог восстановиться. Я думаю, потом, как он посмотрит бой в повторе, он уже увидит, что с ним произошло. Увидит, как это произошло. А как это произошло? Ты рассчитывал на все это? Ну, на все это рассчитать невозможно. Я просто создавал причину, делал свою работу и удачно, вовремя поймал его ударом, который он не видел. Вовремя поймал ударом, который он не видел. Хорошо, давай попробуем немного поговорить о раундах. Смотри, в первом раунде вы оба сразу пошли в жесткий размер ударами. Ну, и если честно говорить, со стороны было видно, что ты выглядишь активнее и больше попадал. Да, Тим старался не отставать, контратаковать, но только старался. Или я не прав? Ну, первый раунд такой довольно-таки равный был. Надо было посмотреть, присмотреться, как он бьет, под какими углами он бьет, какая у него скорость, какая у него сила. Это такая проверка. Ну, в первые пару раундов всегда так происходит. В боях на высоком уровне, когда у тебя соперник очень хороший, и, может быть, он тоже тебя проверяет и ждет твоей ошибки. Это больше получается как бы шахматная партия. Но если смотреть и вспомнить, как вы оба начали, я бы не сказал, что это проверка. Но хорошо, тебе лучше знать. Смотри, уже в начале второго раунда ты отправил Дзю в нокдаун. И что получается? Опять взгляд со стороны. Вместо, чтобы стать более осторожным, Тим лезет вперед и забывает о защите. Это было так со стороны видно. Итог. Ты еще дважды роняешь австралийца Тимофея Дзю на ринг, на канвас. Более того, Дзю уже во втором раунде мог уйти в нокаут, но гонг его спасает. Вот как? Это было задумано. Первый раунд проверочный, второй раунд промежуточный, ты начинаешь его давить? Нет, не так было. Просто он начал атаковать, и во время его атаки, ну, любой боксер во время атаки он становится более уязвимый. Кто-то больше, кто-то чуть меньше, но все открываются. Никто не бьет по классике, когда правую руку кидает, левую у подбородком. Мало кто это делает. И в моменте, когда соперник атакует, его легче всего поймать. И он наносил удар по корпусу, и получилось его поймать.
ничего такого не особенного, просто удар, нанесенный вовремя. Ты уже начал его разгадывать? Ну, не Ловить, то, как ты говоришь? не то чтобы разгадывать, мы отрабатывали левый хук на протяжении, не знаю, там 10 тысяч, 100 тысяч раз, наверное. И это было доведено до автомата. Домашняя заготовка. Да, и левый боковой, правый прямой, пару заготовок у нас было проделано с тренером. Просто в нужный момент кулак сам вылетел. В нужный момент кулак сам вылетит. Хорошо, переходим к третьему раунду. Цзю снова пошел вперед, но его останавливает твой мощный удар слева. Опять слева. Это четвертый нокдаун. Тим еле стоит. Его угол выбрасывает полотенце. Бой остановлен. Чеченский боксер Муртазалиев побеждает австралийца Цзю нокаутом в третьем раунде. Технический нокаут, полный нокаут – это уже второй вопрос. Но это был нокаут. Ты сразу понял, что Тим начал допускать много ошибок и решил сыграть на этом. Ты был готов к такому развитию поединка, что в третьем раунде это будет нокаут твоего соперника? Ну, я об этом не думал, в каком раунде будет. Я просто продолжал слушать свой угол и работать. Просто после первого нокдауна он не был еще до конца восстановлен. И в его ударах уже не было силы, ни скорости. Поэтому поймать его или добить, это просто было дело времени, если бы я там не пропустил бы какой-то нелепый удар. Хорошо. Нокаут. Твое чувство. Я помню, я смотрел этот возглас, этот крик. Вот что ты чувствовал в этот момент? Ну, я был Когда ты восхвалял Всевышнего, это все видели, весь мир. Какие чувства тогда тобой владели? Я был очень рад, что получилось выиграть. И как я на пресс-конференции сказал, без помощи Всевышнего люди не представляют собой никакой силы. И поэтому я поблагодарил Всевышнего, то, что он мне даровал эту победу. Может быть, и не особо правильно смешивать спорт, особенно такой мордобой с религией. Но в любом случае, чем бы кто ни занимался, в первую очередь, он должен хвалить и благодарить Всевышнего, то, что он имеет. Смотри, Бахрам, до начала боя такой ажиотаж был вокруг вашего поединка. Сын легендарного абсолютно чемпиона мира, абсолютного чемпиона мира Константина Цзю выходит против темной лошадки Бахрама Муртазалиева. Мы ждем победы от Тимофея Цзю. 3 раунда. За неполно 3 раунда ты его отправляешь в нокаут. Ты не разочаровал болельщиков? Нет. Что так быстро-то? Я думаю, своих я точно не разочаровал, скорее всего, егошних разочаровал. И эти разговоры, они не имеют за собой никакого веса, потому что, когда мы заходим в ринг, мы остаемся 1 на 1, и только тогда начинается все самое интересное. А до боя там какие-то аналитики, это просто их не мысли, сколько людей, столько и мнений. Они же не видят, как я тренируюсь, они не видят, как он тренируется. И в любом случае теперь их мнение поменялось. Смотри, я думаю, я не открою секрет, уже можно об этом говорить, и уже писалось об этом. Но мало кто до сих пор знает, хотя и писалось, хотя и говорили, я думаю, поэтому, что не открою большой секрет. Если я не ошибаюсь, по моей информации, ты боксировал с травмой руки. А точнее, с травмой пальца правой руки. И поэтому правая рука у тебя больше отдыхала, скажем так. Или я не прав? Была травма? Да, травма была, я сломал кость на мизинце за 12 дней до боя, и рука очень сильно опухшая была, и пришлось дать ей отдохнуть. Но в бою такое, что я прям ее берег, такого не было. Просто в моменте левая рука могла сделать больше результат, чем правая. Но именно в этом бою. Но в
третьем раунде ты конкретно пустил правую травмированную руку в ход. Ты почувствовал, что Тим поплыл, и надо было его уже заканчивать этот бой? Во время адреналина ты не чувствуешь боль на 100%, поэтому, в принципе, рука была рабочая, и там бить ей не составляло особо проблем. Просто после боя она очень сильно опухла и опять начала болеть, а так никаких проблем не было, чтобы она там помешала мне. Смотри, ты очень грамотно провел поединок против Тимофея Дзю. Все эксперты, большинство в своем об этом говорят и об этом пишут. Ты сумел скрыть травмированную руку и сумел разобрать своего соперника на части за 3 раунда. А ведь многие ставили на победу Тимофея Дзю. В победу Муртазалиева мало кто верил. Ты знал об этом перед боем? Да, конечно, об этом много кто говорил, в СМИ это все распространяло. Но это было понятно, потому что он дрался с бойцами более высокого уровня. Он побеждал 3 или 4 чемпионов мира. И свой последний бой, который до боя со мной он проиграл, все говорили, что он проиграл из-за своей вот этой сечки. И проиграл там split decision с разногласием судей. Поэтому, да, на него ставка была больше, потому что он был больше проверен в боях, нежели я. Потому что все делали акцент на мой крайний бой с Кулькаем, когда мне пришлось драться на 27-й день Рамадана. И после уже этого боя люди начали говорить, типа, Муртазалиев после Рамадана и во время Рамадана — это 2 разных человека. Поэтому то, что они думали, это, в принципе, было логично. Ты перед боем знал и понял, и твоя команда тебе говорила, что не нужно доводить до счета боя. Нет, такого вообще не было, потому Что нужно завершать. Да нет, это самый глупый совет, который может дать тренер своему бойцу, что нельзя доводить. Если ты будешь стараться нокаутировать соперника, то у тебя скорее всего, в 99 случаях не получится, если соперник хороший и высокого класса, потому что когда ты рассчитываешь на нокаут, ты заряжаешься во все удары, и у тебя все теряется, и соперник видит, когда ты заряжаешься. Поэтому не было такого, что меня могли засудить или что-то еще. Мне надо было просто выигрывать каждый раунд, и, в принципе, судейство было хорошее, потому что первый раунд равный был, а все 3 судей мне отдали. Поэтому никаких проблем не было. И все же хочу у тебя спросить, как ты уже упомянул, твой крайний бой с Кулькаем, немцем Джеком Кулькаем, титульный поединок. Ты выходишь на 27-й день поста. Целый месяц держал пост, и за несколько дней до окончания священного месяца Рамадан ты выходишь на бой. Тебя отговаривают, просят перенести поединок, что ты истощен. Ты отказываешься. Выходишь на титульный бой. Защита твоего пояса. У тебя травмирована правая рука. Тебе опять предлагают перенести бой, но ты опять выходишь на защиту. Это что, характер, везение или риск — благородное дело? А риск был огромный, согласись, в обоих поединках. Если честно сказать, что и в первом бою, что и во втором, не было таких вариантов, чтобы можно было бы не драться, потому что если бы сорвался бы бой с Дзю, потом не было бы понятно, ставит ли у меня пояс, или потом, когда мы подеремся. Это большая возможность была. То же самое с Джеком Кулькаем. Они предложили дату 6 апреля, и у меня не было вариантов перенести эту дату. В первом бою меня, можно сказать, загнали в тупик они, а во втором бою, это просто палец, ничего страшного. В бою во время подготовки бывают и травмы посильнее, и посерьезнее. 3 года назад я выходил на ринг со сломанным ребром. И это, в принципе, спортсмены знают, что
Мало Может, кто, хватит так рисковать? ну, мало кто выходит на ринг 100% здоровым. Ну и все-таки не нужно так рисковать. Ну, Не нужно. Ну, на все воля Всевышнего. это тоже правильно. Теперь многие говорят после поединка, что карьера Дзю разрушена, а Муртазалиев будет новым топом. Как ты к этому относишься? Да, я не знаю, у людей много мнений, разных мнений. Посмотрим, надо пожить, посмотреть, что будет. Может быть, и у Дзю все будет хорошо. Он проведет пару боев в Австралии и вернется. И то же самое, например, и меня могут сейчас начать избегать, и никто не будет хотеть со мной драться. Тут таких вариантов куча, которые может произойти и со мной, и с ним. Но так как мы верующие люди, мы полагаемся на Всевышнего, создаем свою причину, а там как будет, так и будет. В любом случае все зависит только от него. Они же добавляют, что у Бахрама Муртазалиева теперь есть шансы претендовать на самые большие бои и титулы. Что у нас впереди? Кто теперь в твоем списке потенциальных соперников? Какие планы у чемпиона IBF? Титул абсолютного чемпиона? Ну, было бы хорошо, титул абсолютного чемпиона – это самая высокая награда в профессиональном боксе. Просто вопрос, там большая политика, у каждого свой промоутер, и они, наверное, ну, так как и мои, и их промоутеры, они выбирают лучшие бои для нас, что они могут предложить и что получить. Поэтому, да, если спросить меня, я хочу подраться с Фунтурой и с Кроуфордом, но это просто мое рвение, мое хотение, а там как будет на самом деле и как получится, ну, мы не знаем. Сейчас после Рамадана, я думаю, уже будет понятно, кто с кем, когда. Пока конкретики нет. Ну, пока что... Насчет следующего соперника. Да, у меня травма пальца, скорее всего, надо будет сделать операцию, потому что неправильно срастается кость. И, ну, в любом случае, пару месяцев я буду заниматься рукой. После уже будет Рамадан, и только после Рамадана можно будет потихоньку начать готовиться. Я думаю, на конец лета, если кто-то из этих двух чемпионов будет готов, мы можем побоксировать. Все-таки последствия есть у травмы. Ну, после она поединка. же сломана была еще до поединка. Когда кость сломалась, и потом ты ей бьешь, бывает, что раздробливается кость. И поэтому придется, скорее всего, сейчас я в четверг поеду в Челябинск, и у меня есть консультация с врачом, посмотрим, что он скажет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Да. В любом случае все будет хорошо. Да. Иншаллах. Я тут недавно прочитал, что Бахрам Муртазалиев готов драться с любым чемпионом. Планирует встретиться с несколькими обладателями поясов, а затем сменить весовую категорию. Ты собираешься менять весовую категорию? Ну, Или думал об этом просто так, отвлекая внимание от данного боя? Ну, просто так я не думаю, ну, не говорю. Если я говорю что-то, то я, значит, думаю об этом и иду к этому. Если получится подраться с этими двумя чемпионами, то, конечно, зачем мне оставаться в этом весе? Ну, я немало веса гоняю, и на весовую категорию я провел 10 боев профессиональных. Мы замахнулись на титул абсолютного чемпиона в двух весовых категориях? Ну, пока об этом рано говорить, Но и всё-таки. имея только один пояс. Ну, если спросить меня, да, было бы очень хорошо, если получилось бы завоевать сначала в этом весе, а потом в следующем. В принципе, если на то будет воля Всевышнего, это все возможно. Ничего такого необычного и удивительного в этом нету. Я желал бы увидеть, услышать непобежденный чемпион, абсолютный чемпион в двух весовых категориях. Это Бахрам Муртазалиев. Ну да, Звучит из Чеченской Республики. Имея один пояс, такие громкие заявления делать, я думаю, не стоит. А мы не делаем заявления, Да, мы просто но- говорим об этом. А вдруг? А вдруг? Если на это воля Всевышнего, конечно, это вообще ничего. И это тоже
Правильно. И теперь насчет реванша. Прошла информация, что представитель твоей команды сообщил, что реванша против австралийского боксера Тимофея Дзю не планируется. Это так? Да я вообще не понял, кто вообще разговаривал об этом, потому что какой реванш, какой смысл в этом. Он был обязательным претендентом по моей версии, поэтому мне пришлось с ним драться, хоть хотел бы я или не хотел, но никаких там прописных реваншей или еще что-то нету. Да я думаю, и зрителю это будет не особо интересно. Если бы бой был бы какой-то равный, конкурентный, то еще одно, но тут бой закончился досрочной победой, поэтому я думаю, это не будет никому интересно. То есть реванш будет не актуален? Да, я думаю, это даже самому Дзю будет неинтересно опять уходить после такого поражения, даже просто психологически. Я думаю, ему надо провести каких промежуточные пару боев, чтобы он обрел уверенность и чтобы вышел опять на победную тропу. Ты меня прости, а ты после боя не разговаривал с Тимой или с его отцом, абсолютным чемпионом Константином Дзю? Нет, я с ними не Бывший. разговаривал, я просто поблагодарил за бой в ринге, пожелал удачи, и что и ему, и его отцу, и все, ушел. Отношения нормальные, без никаких... Да нет, у меня нету никаких проблем. Мы подрались, он раскрутил хорошо бой, создал большой ажиотаж, что в России, что в Америке, потому что после этого боя в Глендейле, где я живу, проживаю и тренируюсь, было очень тяжело спокойно пойти прогуляться или где-нибудь посидеть, потому что в Америке он реально был очень известным боксером, и он умел раскручивать и продавать бои. Так что, в принципе, то, что он сделал, это на плюс мне показался. Так что ему спасибо, и никаких проблем у меня с ним нету. Интересное мнение. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный разговор. Но я надеюсь, что мы скоро еще встретимся в этой студии в программе «Актуальная тема». Договорились. Как и в прошлой программе, договорились. Да, а что сказано в этой программе, это осуществляется. Мы будем ждать абсолютного чемпиона в нашей студии. И последний мой вопрос. Бахрам. Бой Бетербиев-Бивол. Твое мнение? Очень хороший бой. Я не знаю, меня, наверное, 50, если не 100 человек спросили об этом бое. Очень хороший, равный бой. Подняли руку Артуру, он выиграл. Никаких проблем нету. Ты говорил с Артуром? Нет, я не разговаривал. У меня как раз после его боя он был бы очень занят. А у меня была последняя неделя подготовки. И после моего боя я уже был очень занят. Поэтому, но время еще будет. Вы да. еще увидите, поговорите. Я это знаю. Спасибо. Спасибо, что пришел, ответил на наши вопросы, высказал свое мнение. И вообще спасибо тебе за этот титул. Вам спасибо, что позвали. Я Было надеюсь, мы очень еще приятно. встретимся. Иншаллах. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И непобежденный профессиональный боксер из Чеченской Республики, селения Агишты, чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев. Надеемся, что в скором будущем здесь, в программе «Актуальная тема», мы снова с Бахрамом увидимся, но уже в статусе абсолютного чемпиона мира. Я на это надеюсь. Я думаю, вы тоже. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.